Батагай – это один из тех арктических населенных пунктов, попасть в который возможно только по воздуху, а конкретно рейсами полярные авиалинии. И учитывая, что летают они 5 раз в неделю, а это, между прочим, одно из самых популярных направлений полярников, так вот, учитывая, что летают они 5 раз в неделю, всегда загружены и пассажирами, и багажом, можно сказать, что вот такие вот небольшие воздушные судна и являются связью между далекой Арктикой и Большой Землей. А еще именно в Батагае когда-то началась история компании «Полярные авиалинии». И именно здесь на сегодня расположен самый крупный аэропорт в арктической зоне Якутии. На базе у меня 3 вертолета, вот, пожалуйста, которые обеспечивают полеты в 5 районах. Это Ивена-Батентай, Верхоянский район, Устьянский. Полеты бывают Алайсковский, Абыйские районы. Также мы выполняем социально значимые рейсы. Это и санавиация, и тушение лесных пожаров, и аварийно-спасательные работы. Иван Заборовский отмечает, порой летать приходится и по 3, и по 4 раза в день. Часто услугами местного аэропорта пользуются жители соседних населенных пунктов и даже районов. Летать для них такое же обычное дело, что и пользоваться такси. Например, пилот знаменитого Ан-24 Максим Мукминов так и пришел в авиацию. Я родом из Батагая, где мы сейчас и находимся. И 9 месяцев в году сообщение со столицей нашей республики ведется только воздушным транспортом. Ну и, соответственно, я с детства очень часто летал на самолетах. Так и у меня появилось желание стать частью этой профессии. Как сообщают представители авиакомпании, с каждым годом они наблюдают повышение транспортной подвижности местного населения. Иными словами, все больше и больше людей обращаются за услугами авиаперевозок. Все благодаря республиканскому субсидированию перелетов. Если, допустим, в ковидный период у нас пассажиропоток был где-то около 125 тысяч пассажиров в год, то уже в прошлом году, в 2024 году, услугами авиакомпании воспользовались более 150 тысяч человек. Из них более 21 тысячи человек воспользуются услугами субсидированных авиаперевозок. Благодаря этой программе сэкономить на билете удается в 2 раза. Стоимость субсидированного перелета составляет порядка 9 тысяч. Сегодня полярники являются самой крупной авиакомпанией региона, обеспечивающей круглогодичное сообщение арктических районов и столицы республики. Работают они с 1997 года, но до сих пор не перестают развиваться и стремиться к новым высотам. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск.